Поэтому и типы эвристических занятий, они условно могут быть разбиты на несколько типов. Почему я говорю условно? Потому что на самом деле здесь нету такой жесткой догмы. Я говорил о когнитивности, о креативности, о деятельности, но совершенно очевидно, что речь идет и о коммуникативности, как некой такой вот стержневой идеи того или иного занятия. То есть можно сделать все занятие, например, в виде занятия диалога, да, когда процесс приобретения новых знаний каждым студентом, каждым учащимся будет именно в диалоге с преподавателем, а не в исследовательской, скажем, деятельности, не в ситуации чтения книжки. Собственно говоря, знаменитая перипатетическая школа Аристотеля, она как раз таки была и основана на школе диалога. Сегодня очень многие, я знаю, по крайней мере, крупные восточные центры образовательные, особенно если брать азиатские, дальневосточные, да, вот, культуру, то там речь идет просто-напросто о том, что формой итогового занятия, в смысле, формой итоговой успеваемости выступает умение либо доказать, либо не доказать то или иное утверждение. Ты просто можешь дальше не пройти, если ты не сможешь это доказать. Никого не интересует, как ты на тесты отвечаешь. Ты докажи ту задачу, которую ставит перед тобой преподаватель. Это имеет, опять-таки, глубокие культурные основы. Какие примеры занятий когнитивного типа? Занятия наблюдения, занятия экспериментов, занятия постановки проблем и их решения, занятия конструирования понятий, теорий. Мы с вами говорили о методах. В основе каждого занятия может быть положен тот или иной метод эвристический, например, метод мозгового штурма, метод морфологического ящика, метод фактов. Но когнитивные, они имеют четкую такую смысловую ориентацию на познание именно нового. Занятия креативного типа, занятия составления решения задач, знаменитая теория решения изобретательских задач Альтшулера, кстати, один из эвристических таких креативных методов обучения. Занятия диалог, занятия парадокс, занятия открытий, деловые игры. Арсенал очень большой, я думаю, что каждый из присутствующих в той или иной мере в своей практике пользовался хотя бы элементами того или иного перечня занятий. Занятия деятельностного типа. Вот здесь я чуть-чуть остановлюсь поподробнее, потому что на самом деле иногда возникают вопросы, как это занятие целеполагания. Мы тут тему должны изучить, надо дать объем, а потом проверить, а как это вообще можно через постановку целей чему-то научиться. А на самом деле это очень эффективный такой деятельностный момент, когда мы студенту предлагаем отделить знание от своего незнания. Что такое целеполагание? Это отделение знания от незнания. Вот я знаю то-то, отсюда мои цели такие-то и такие-то. Существуют алгоритмы для того, чтобы, алгоритмы целеполагания, для того, чтобы, в общем-то, проанализировать свой имеющийся опыт, знания по предыдущим темам и четко поставить какие-то для себя цели. А цели могут быть и профессиональные, и учебные, и личностные, креативные, потому что это интересно. Например, нередко студенты в качестве цели на занятиях по психологии, скажем, обозначают, что я хочу научиться такому или такому-то методу, освоить этот метод, потому что я хочу, чтобы мой ребенок, меня или я с ребенком находил общий язык, или находил общий язык. Цель личностная, хотя она может являться и профессиональной одновременно. Очень сильное занятие, когда студент оценивает другого студента. В моей практике была такой случай, когда нужно было заменить экстренно преподавателя, и две группы сошлись в одном месте, много людей. Я подумал, что тут делать уже, и как-то надо выходить из окружения. Согласны или нет? Мы проведем вполне нормальное занятие, но ваши роли будут такими-то. Одна группа будет условно группой экспертов, другая группа испытуемых, потом роли поменяются, тема такая-то, от стандарта мы не отходим, но принципиально иной вид деятельности.
Я, честно говоря, это придумал, ну, что называется, на ходу, не надеясь на какой-то результат. Студенты потом помнили через год и через два это занятие. Не потому, что оно показалось им каким-то развлекательным. Кстати, они отметили, что это очень сложно было, просто сложно, это 3-й курс. Никогда не думал и не думал, что вот мне придется выступать в роли преподавателя, а для этого надо же, ну, как-то соответствовать, и все серьезно. В общем-то, получилось сложно, получилось интересно и получилось глубоко. Поэтому такие методы, методы рефлексии, взаимооценки, занятий консультаций, это на самом деле очень, ну, такие, очень сильно преобразующие методы, сильно действующие, я бы сказал. Занятия коммуникативного типа. Бинарное занятие, занятие рецензирования, занятие вернисаж, выставка, конференция. Кстати, обычная учебная конференция, которая, в общем-то, ну, часто является неотъемлемой составляющей нашей жизни, она может иметь и первичные этапы подготовки на обычных практических занятиях. И если мы хотим, чтобы студент умел рассуждать, анализировать, доказывать, опровергать, участвовать в дискуссии, а не просто быть приемщиком информации там, на пленарном заседании, то, конечно, надо для этого выстраивать и определенные занятия. Ну и вот целеполагание. Какими могут быть цели? Вообще цель, если в целом сказать, это вход на фабрику образовательного продукта любого обучающегося. Очень часто под целью мы понимаем не то, что нужно, стереотипно, и поэтому формулировка цели, она должна производиться в той форме, которая будет четко допускать возможность ее проверить. Вот, например, иногда студент пишет, себе формулирует цель, сдать зачет. Замечательная цель, потому что она может быть проверена, сдал зачет или не сдал зачет. Или, например, цель, освоить тот или иной метод. Тоже можно проверить, освоен метод на конкретных результатах диагностических, либо не освоен метод. А цель, которую часто вот мы слышим, видим в качестве, например, формировать у студента там, историческое мышление, ну, честно говоря, вызывает очень большой вопрос, является ли это целью. Направлением, да. Каким-то лозунгом, наверное, да. Можно ли сформировать мышление и как это проверить? А вот цель, например, занятия конкретного, разработать собственные версии происхождения того или иного исторического события, к примеру, наверное, может являться целью. Почему? Потому что мы можем проверить. Вот версия 1, версия 2, версия 3. По специально заранее изученному алгоритму. Вот два разных, в общем-то, примера, может быть, информационного подхода к организации занятия. Цель на примере жизненно необходимых элементов там, кальция, магния, калия, натрия, это пример из естественно-научной дисциплины. Доказать учащимся необходимость бережного отношения к своей внутренней среде, к составу своего организма. Это взято все из практики. Доказать учащимся вот то-то, то-то, то-то. То есть что мы фактически имеем? Мы имеем целью взять и внешне заданное содержание обучения по конкретной теме перенести механически в голову студента. То есть ну, каждый из нас, наверное, понимает, что да, надо бережно относиться к своей внутренней среде. Для этого надо такие соблюдать мероприятия, здоровый образ жизни и прочее, и прочее. Как проверить степень, докажешь или не докажешь? Или на примере исследования, другой подход к целеполаганию, на примере исследования необходимых для организма человека, дальше все идет по тексту, предоставить учащемуся возможность сделать собственный вывод относительно необходимости бережного отношения. Вывод, он проверяемый. Вот, есть вывод один, есть вывод второй или нет вывода. Я почему так подробно говорю? Вроде бы вещи понятные, и мы все люди взрослые, не один раз наверняка и формулировали цели, но ведь цель это как название там, корабля или статьи, так? Оно очень много чего отражает. И если мы изначально, вот, практикуя такие вещи, будем формулировать репродуктивные цели, а потом опираться на какие-то инаковые творческие, там, исследовательские формы деятельности, мы получим противоречие между изначальной заданностью и содержанием.
это уже очень плохая будет история, потому что в данном случае будет, так сказать, конфликт непонимания внутренний у того же студента, зачем я это все делаю. Вот перечень целей обучающегося, личностные цели, например, осмысление целей образования, приобретение веры в себя, в свои потенциальные возможности, реализация конкретных индивидуальных способностей. Я не говорю, что в таких формулировках студент формулирует цели, это для взрослой аудитории. Предметные цели, формирование положительного отношения к изучаемому предмету, знание основных понятий, явлений закона, входящих в изучаемую тему, выработка умений пользоваться простейшими приборами, например, решение типовых или творческих задач по теме. А вот уже креативные цели – это то, что связано с созданием чего-либо, составление сборника задач, сочинение научного трактата, конструирование технической модели, рисование картин. Каждая дисциплина свой арсенал имеет смыслов, целей и содержания. Арт-деятельностные цели, овладение навыками самоорганизации, учебной деятельности, умение ставить перед собой цель, планировать деятельность, развитие навыков работы в группе, освоение техники ведения дискуссий. То есть очень часто это то, что остается за скобками учебного процесса, потому что если студент ставится в цель приемщика информации, он не участвует в тех видах деятельности, относительно которых мы сейчас говорим. Тогда их нет смысла и оценивать. А зачем оценивать? Как студент умеет задавать вопросы? Насколько студент грамотно поставил свою цель? Насколько он произвел грамотную рефлексию, анализ того, что он выбрал? Он должен освоить отсюда и достиг, что называется. И точка. Цели учителя какими могут быть? Индивидуализация деятельности каждого обучающегося на занятии, создание возможностей для творческой реализации, развитие компетентностей тех или иных по различного рода, скажем, предметам.